Карамадин Назирович, у вас есть вопросы к представителю ГКНБ? Включите в микрофон. Скажите, пожалуйста, по поводу, как вы считаете, он вынужденно уехал, Курманбек Бакиев, из страны? Или он просто намеренно уклонялся от явки? Были ли угрозы его жизни? Ну, официальное и письменное обращение, то, что при определенных обстоятельствах его жизни и здоровью грозит угроза, в следственных органах не имеется. И, соответственно, мы не можем трактовать то, что он вынужден был уехать. Как вы считаете, вот УПК подробно расписывает каждое действие следователей, да, например, судей, прокуратуры, все подробно расписывает, каждое, что они могут делать, что они не могут делать. А вот такой большой вопрос, как порядок привлечения к уголовной ответственности заочно и осуждения заочно, урегулировано одним предложением в УПК, что можно выносить заочный приговор, и все. А в самом УПК вообще этого ничего нет, кроме этого одного предложения. Как можно одним предложением урегулировать вот такой большой вопрос? Там же очень много, масса разных моментов, которые надо урегулировать, а не оставлять все на усмотрение следователя. Как вы считаете, это нормально, что вот сказали, 3000 там дел в розыске люди находятся, и только единицы заочно отправили? Это что, 3000 людей находятся в Кыргызстане, и их не могут найти столько людей? И только вот единицы уехали, что ли, за границу? Позвольте, как вы считаете? Нормально это, нет? Вопрос такой длинный и содержательный был, да? Разрешите, уважаемый представитель, ответить на два, разделю свой ответ. Во-первых, относительно того, что разрешающие нормы Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики об заочном осуждении. Действительно, в части 2 статьи 296 УПК Кыргызской Республики допускается судебное разбирательство в отсутствие обвиняемого. То есть, соответственно, судебное разбирательство заочно, если допускается, и, соответственно, и вынесение приговора по итогам судебного заседания уже, поскольку в Уголовно-процессуальном кодексе есть четкий алгоритм действий, как и следователя, так, уполномоченных процессуальных лиц. Во время следствия это следователя. Без не выполняя первое, второе невозможно выполнить. Это, допустим, то, что вы затронули, заочное привлечение и заочное избрание меры пресечения. Чтобы избрать меру пресечения, и, соответственно, статус придать лицу, фигуранту дела статус, если он подозреваем был, обвиняемого, поскольку мера пресечения избирается только в отношении обвиняемого. То есть следователь должен привлечь, вынести постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. При этом следователь не только так, просто так, чтобы заочно избрать меру пресечения, принимает такое решение. Он руководствуется требованиями Уголовно-процессуального кодекса. Обвинение предъявляется при наличии достаточных доказательств. То есть следователь выполняет определенную работу по доказыванию. После этого возможность, Уголовно-процессуальный кодекс дает возможность об заочном избрании меры пресечения. В данном случае следователь согласия надзирающего прокурора ходатайствует перед следственным судьей. И на всех этих стадиях, и в том числе на судебном процессе, при рассмотрении следственным судьей этих материалов тоже присутствует адвокат. Относительно
приостановленных по розыску уголовных дел более 3500. То, что они находятся в Кыргызстане и просто в розыск объявили, не находите. Не все обвиняемые бывает, местоположение которых неизвестных лиц мы объявляем в розыск, и трактовать то, что они находятся внутри Кыргызстана, тоже неправильно. Здесь статистики, это обобщенная статистика, примерно 3500 уголовных дел находит приостановленных в связи с розыском лиц обвиняемых. Относительно того, что определенных лиц, вот 3500 вы приостанавливаете, а считанных лиц вы в суд направляете, да, вот чем руководствуемся. Действительно, следователь при принятии решения о заочном направлении уголовного дела в суд, это мы прокурору направляем, прокурор дальше в суд передает это дело. Чем мы руководствуемся? До этого было сказано, есть принцип в уголовном законодательстве, процессуальном законодательстве, принцип неотвратимости наказания. Чтобы достичь и реализовать эти принципы, чтобы неотвратимость наказания, наказание может быть как и лишение свободы, как основное и дополнительное. Поскольку по многим делам бывает и вторая сторона потерпевших, и права которых тоже также Конституция, нормами Конституции, нормами уголовно-процессуального законодательства тоже мы должны реализовать. То есть они тоже наделены правами на судебную защиту, в частности, на возмещение материального ущерба. Вот, для реализации дополнительных наказаний, да, в части конфискации имущества, определенных взысканий в пользу потерпевших, вот такие категории определенных обстоятельств уголовные дела направляются в суд. У вас есть еще вопросы? Микрофон ответьте. Нет вопросов. Самат Хаштубекович. Вопросов нет. Уважаемый судья. Присаживайтесь. Спасибо за внимание.